Борьба с коронавирусом продолжается. Каждый день новые случаи требуют неотрывного внимания врачей. Многочасовые смены, нехватка средств индивидуальной защиты. Тяжелая и опасная работа среди зараженных. Труд медработников заслуживает уважения и восхищения. По всей республике меценаты, предприниматели и граждане стараются поддержать медиков всевозможными способами. Так, очередная поддержка прибыла для Карабулакской поликлиники и отделения скорой помощи от серебряного призера Олимпийских игр Калоя Картоева и его брата Мурада. Это порядка 100 комплектов медицинской экипировки. К слову, каждый такой набор обеспечивает всем необходимым медработника. Это вот костюмы одноразовые, комбинезоны. Сейчас раскроем, посмотрим. Ну и здесь маски одноразовые. Не уделить должного внимания медикам нельзя, говорит спортсмен. Каждый медицинский набор имеет свою цену жизни, ведь они те, кто самоотверженно борется с эпидемией, рискуя своим здоровьем. Сегодня я наших врачей, наш медицинский персонал приравниваю к людям, которые в самое тяжелое время, так и есть, в самое тяжелое время стоят на передовой и борются за жизнь наших родственников, друзей, наших родных и близких. Поэтому мы всеми силами должны помочь именно им, так как им эта поддержка сегодня необходима. Сейчас они как на войне, поэтому врачи должны быть в полной экипировке, чтобы не заразиться. Камила Сампеева в медицине не первый год и работает с первого дня пандемии. Страха перед инфекцией не было, признается женщина. Ведь когда делаешь добро, не думаешь о последствиях. Вопроса в том, идти или нет, у нас изначально не было и не может быть, конечно, потому что мы осознанно уже все выросли в этот момент, когда они выбирали себе путь дальнейший. Конечно, некоторые из медицинского персонала и заболели, хотя пользовались средствами индивидуальной защиты. Спасибо, конечно, всем тем, кто оказал нам помощь, предоставили нам средства индивидуальной защиты. По словам заведующей отделением скорой помощи, хоть пик коронавируса прошел и эпидемия идет на спад, госпитализируют тут по несколько человек, чаще всего семьями. Поэтому важно, чтобы у каждого медработника был свой одноразовый костюм, который после использования нужно обязательно уничтожить. У нас в наличии одноразовые костюмы, респираторы, маски, респираторы, которые нам так необходимы бывают. Когда мы выезжаем, наша бригада выезжает к ковидным больным, учитывая, что рост этих больных растет, и учитывая, что таких больных и на дому, которые лечатся, дома лечатся с этой патологией, эта помощь нам очень кстати. Медики, не жалея сил, стараются достойно выполнять свой врачебный долг. А неравнодушные жители Ингушетии делают все возможное, чтобы помочь им в этом. Это не первая помощь Калои Картоевой. Вместе с братом они пожертвовали средства в благотворительный фонд «Рахма Инк» для строительства соборной мечети имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в городе Малгобек. Помимо этого, Калой дал обещание помогать благотворительному фонду, чем сможет, своими силами и с привлечением своих коллег по спорту. Совсем недавно ими были розданы продуктовые наборы для малоимущих семей в рамках благотворительного проекта «Мехкасах». Также Калой и его брат приобрели для Сунжинской больницы медикаменты, необходимые для лечения пациентов с COVID-19. Данная помощь станет добрым жестом поддержки и благодарности всем тем, кто самоотверженно сражается за жизни людей в период пандемии. Хава Гагиева, Асхаб Белокиев, Новости 24.